Бои на подступах к Белграду закончились полным разгромом противника. Первая линия немецкой обороны, опоясавшая город, прорвана, и танки генерала Жданова устремились к предместью Белграда. Наши танки уже на окраинах Белграда. Они ворвались в город одновременно с разных направлений. Завязались уличные бои. Наблюдательный пункт. Он расположен на крыше самого высокого дома в предместье. Отсюда весь Белград виден как на ладони. Гитлеровцы никогда не чувствовали себя спокойно в Югославии. В страхе перед партизанами, перед непокоренным народом, они покрыли улицы Белграда дотами. С приближением Красной Армии эти доты были усилены огневыми средствами, подготовлены к обороне отдельные дома и целые кварталы. Уличные бои сразу же приняли упорный, ожесточенный характер. Городские перекрестки превратились в огневые позиции. Отважные белградцы под огнем выносили раненых. Так плечом к плечу сражались за Белград советские бойцы и воины маршала Тита. Майор югославской армии доставил советским командирам план района с засеченными огневыми точками немцев. Бой приближался к центру города. Рассекая вражескую оборону на части, по центральным улицам двинулись наши танки. Одновременно с окраин ударили гвардейские минометы, истребляя живую силу немцев. Ведут немцев. Уже не хозяева и победители, а пленные швабы, как презрительно называют их в Югославии. А это предатели своей родины, немецкие холопы. Столица союзной Югославии свободна.
была особенная встреча. Братский югославский народ восторженно встречал Красную армию-освободительницу. Десятки тысяч людей заполнили улицы. Без конца, без счета раздавались приветствия. Да здравствует Красная армия! Да здравствует Сталин! «44 месяца мучений и народного горя закончились в этот счастливый день». Праздник Победы был отмечен торжественным многолюдным митингом. От имени воинов Красной армии выступил генерал-лейтенант Жданов. В боях, скрепленная кровью, закалена наша нерушимая дружба, дружба братских славянских народов. В светлый час освобождения нашей Родины первое слово любви и благодарности мы обращаем к великому маршалу Сталину.